Салимец Нирме Балалар. Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Сила искусства». Уроки номер 76-77. Тема сегодняшнего урока – Константин Паустовский «Старый повар». Сегодня на уроке вы узнаете о судьбе героя рассказа «Старый повар» Паустовского, о значении музыки в жизни людей. Сможете понять, как литература и музыка взаимообогащают и дополняют друг друга. Будете проводить исследовательскую работу. Упражнение номер 1. Вы слушали концерт номер 4 для клавесина с оркестром Моцарта. Был ли в вашей жизни случай, когда, слушая музыку, вы представили в своем воображении что-то необычное? Поделитесь, какие чувства она у вас вызывает. Упражнение номер 2. Послушайте первую часть рассказа Константина Паустовского «Старый повар». Упражнение номер 3. Обсудите вопросы, разделив их на тонкие и толстые. Дайте на них ответы. Первый вопрос. Где происходит событие? В маленьком домике на окраине Вены. Второй вопрос. С кем жил старый повар? С дочерью Марией. Третий вопрос. Повтор каких прилагательных создают в начале рассказа грустные, унылые настроения? Выпишите их. Старый, слепой, умирающий. Четвертый вопрос. Какой предмет в интерьере дома выделяет писатель? Клавесин. Это единственное богатство Марии. Пятый вопрос. С каким чувством пишет Паустовский о музыкальном инструменте? Паустовский испытывает уважение и сочувствие музыкальному инструменту. Шестой вопрос. С помощью какого олицетворения писатель показывает, что в доме старика к клавесину относится как к живому существу? Спишите данный фрагмент. Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо, в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин сторожем своего дома. Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим старческим гулом. Седьмой вопрос. Опишите дом, в котором жил старик. Это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, избитыми ветром. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин, единственное богатство Марии. Упражнение номер 4. Выпишите ключевые слова первой части рассказа. Обоснуйте свой выбор. Ключевые слова: окраина Вены, бывший повар, ветхая сторожка, управляющий графиней, дочь Мария, клавесин, старый, старик, исповедать, улица пустынная, падали капли дождя. Упражнение номер 5. Прочитайте вторую часть рассказа. Упражнение номер 6. Ответьте на вопросы, определите их тип. Первый вопрос. Как меняется настроение рассказа? С печального на бодрое. Второй вопрос. Как минорное звучание повествования меняется на мажорное? Какие эпитеты, придающие повествованию бодрость, энергию, встречаются в тексте? Изящество. Быстро, весело. Третий вопрос. Каким человеком в жизни был старик? Что вы чувствуете по отношению к нему? Трудолюбивым, веселым. Четвертый вопрос. В чем, по-вашему, хочет покаяться старый человек? В проступке против графини. Пятый вопрос. Как выглядел незнакомец? При свече Мария увидела худого маленького человека. Он был одет с изяществом и простотой. Огонь свечей поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.
Он был еще очень молод, этот незнакомец. Упражнение номер 7. Какие иллюстрации вы нарисовали бы к первой и второй частям рассказа? Дайте их словесное описание. Первое. Мрачное, в холодных тонах, лежащий в постели умирающий старик. Второе. В теплых тонах, худой человек сидит рядом с постелью умирающего и его дочерью. Упражнение номер 8. Прочитайте по цепочке третью часть рассказа. Упражнение номер 9. Ответьте на вопросы. Тонкие вопросы. Первый вопрос. О чем рассказал старик незнакомцу? О своей жизни и о том, на какое преступление пошел ради жены. Второй вопрос. Какой болезнью заболела его жена? Как это заболевание называется сейчас? Чехотка, туберкулез. Третий вопрос. Как назвал незнакомец грех старика? Подвиг любви. Четвертый вопрос. Какие желания высказывает перед смертью герой рассказа? Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии. Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости. Увидеть солнце, этот старый сад, когда он зацветет весной. Толстые вопросы. Первый вопрос. Почему поступок старика – это подвиг любви? Он совершает кражу, чтобы спасти свою жену. Второй вопрос. Что вы можете добавить к характеристике старика? Любящий. Третий вопрос. В чем смысл слов «слушайте и смотрите», обращенных к старику? Музыка поможет вспомнить все. Четвертый вопрос. Как вы прокомментируете выражение «быстрый звон рассыпался по сторожке»? Быстрая игра на клавесине. Упражнение номер 10. Прочитайте по цепочке четвертую часть рассказа. Упражнение номер 11. Распределите данные вопросы на тонкие и толстые. Ответьте на них. Ответы подкрепляйте строками из текста. Первый вопрос. Что происходит вокруг, когда незнакомец начинает играть? Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову на бок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами. Второй вопрос. Как звучит клавесин? Что происходит в природе? Подтвердите свой ответ цитатой из рассказа. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Третий вопрос. Как запел старый клавесин? Старый клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов. Четвертый вопрос. Какие изобразительные средства использует автор для воссоздания картины весеннего цветущего сада? Какова их роль? Сравнение, гипербола, ярко передать картину весеннего сада. Пятый вопрос. Есть ли сравнение в тексте? Небо стояло прозрачное, как синее стекло. По-моему, эти цветы яблони, хотя отсюда из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов. Шестой вопрос. Мрачная жизнь повара противопоставляется ярким, цветущим воспоминаниям. Как называется данный прием, использованный писателем? Прием антитезы. Искусство может возродить жизнь. Седьмой вопрос. Как вы думаете, кто был этот незнакомец? Есть предположение. Великий гениальный музыкант. Упражнение номер 12. Послушайте заключительную часть рассказа. Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть.
Он сидел у клавесина, не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой. Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь: «Я видел все так ясно, как много лет назад, но я не хотел бы умереть и не узнать имя. «Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт», — ответил незнакомец. Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в его свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега. Упражнение номер 13. Письменно ответьте на вопросы. Первый вопрос. Что вернуло старику утраченное счастье? Яркие воспоминания о счастливом прошлом. Второй вопрос. Почему старик не хотел умереть, не узнав имени музыканта? Из чувства благодарности. Третий вопрос. Как описанный из жизни Моцарта эпизод характеризует музыканта? Как доброго, талантливого человека. Четвертый вопрос. Что делает финал рассказа оптимистичным? Подтвердите свой ответ словами из текста. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега. Пятый вопрос. Автор называет Моцарта великим музыкантом. А в чем его величие? Талант, гениальность. Шестой вопрос. Вспомните рассказ «Корзина с силовыми шишками» Паустовского. О каком композиторе рассказал писатель? Что сближает эти два рассказа? Эдвард Григ. В обоих рассказах великие композиторы своей музыкой помогают простых людей вспомнить счастливые времена. Упражнение номер 14. Разыграйте диалог старика и незнакомца по ролям, выражая интонации, чувства и настроение героев. Упражнение номер 15. Постройте сюжетную таблицу, опираясь на краткий пересказ предыдущих частей. Кто Моцарт? Что играет на клавесине? Когда? В один из зимних вечеров. Где? В сторожке старого повара. Почему? Исполнить последнее желание умирающего старика. Упражнение номер 16. Послушайте отзыв ученицы о рассказе «Старый повар». Поделитесь своим мнением, как можно дополнить этот отзыв. Однажды на окраине Вены, в ветхой сторожке графского имения, умирал старый повар. Чувствуя приближение смерти, он попросил свою 18-летнюю дочь позвать в дом первого встретившегося незнакомца с улицы. Старик не любил священников, но ему необходимо было исповедаться перед смертью. И этим незнакомцем по воле судьбы оказался молодой австрийский музыкант Моцарт. В рассказе музыка играет главную роль. Именно она помогает понять и постичь тайны бытия, радость, слезы, смерть и счастье. Паустовский пишет о великой силе искусства, которому подвластно то, что кажется невероятным. Старик умирает счастливым, с его души снят камень. Он снова смог увидеть свою Марту, почувствовать себя молодым, ощутить дыхание весны. Сила музыки в необычайном эмоциональном воздействии на человека. Моцарт написал музыку, которая утверждает добро и делает людей счастливыми. Мне очень понравился отзыв ученицы. Кратко, понятно, ярко, имеется вывод. Упражнение номер 17. Составьте сюжетную линию к рассказу Паустовского «Старый повар». Зимний вечер 1786 года на окраине Вены. Сторожка в саду графского имения. Просьба старого повара перед смертью. Мария выбегает на улицу. Мария приводит незнакомца в дом.
Исповедь старика. Игра на клавесине. Смерть старика. Литературный турнир. Первое. Малая форма повествовательной литературы, в которой дается изображение какого-либо эпизода из жизни героя. Повесть. Второе. Представление неодушевленного предмета или явления в виде живого лица. Олицетворение. Третье. Сопоставление одного предмета или явления с другим. Сравнение. Четвертое. Красочное и образное определение, подчеркивающее один из признаков предмета. Эпитет. Пятое. Основная мысль произведения. Тема. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.